И мы выбрали Алдан. В ночь на 26 мая 1958 года Алдан встречал свое 35-летие. Горели праздничные огни. Заканчивались последние приготовления. На следующее утро город проснулся рано. Город вспоминал в это утро свою историю. Тише. У микрофона Михаил Прокопьевич Тарабукин, первооткрыватель алданского золота. Было это в 1923 году, вспоминает Тарабукин. Я кочевал по алданским ключам в поисках золота. 3 года ходил, и все неудачно. Бывало так, зачерпнешь лоток, и опять пусто. Товарищи говорили: бросай это дело, Михаил Прокопьевич, лучше охотой займемся. А я все по новым ручьям шел. И вот однажды, это случилось, заметьте, 26 мая, ровно 35 лет назад, на моем лотке сверкнули первые крупицы золота. Вот, оказывается, в каком незаметном ручье укрывалось оно столько лет. Коммунист Бертин пришел к нам тогда из Якутска. Хороший человек. Он-то и возглавил нашу трудовую старательскую артель. Лето в тот год было дождливое. Работали мы, однако, вручную. И все-таки своего добились. Земля наша отдала нам свои богатства. О том, как мы работали, как жили в тайге, написали мы Алексею Максимовичу Горькому. Помню, как мы обсуждали это письмо. Всякий из нас свое слово вставил. Через месяц, помню, ответ пришел. Горький писал: каждый грамм золота, который вы, товарищи, добудете в тайге нелегким трудом, пойдет на облегчение жизни рабочих и крестьян. С тех пор прошло 35 лет. Сегодня Михаил Прокопьевич Тарабукин за свой долгий и бескорыстный труд. За праздничным столом Алдан чествовал Тарабукина. Алдан славил великую коммунистическую партию. Она указала советским людям светлый путь, путь ко всем богатствам родной земли. За людей золотого Алдана, за их счастье.